В России обнаружились, считай, компании, которые принадлежали одному из ближайших друзей Владимира Путина. И, в общем-то, та совокупность доказательств, которые нашли журналисты в этих документах, говорят о том, что эти офшоры могли быть связаны с Владимиром Путиным. Оборот по этим компаниям составляет миллиарды долларов. И самое важное здесь, что, безусловно, Ралдугин – это музыкант. И мы понимаем, что он не мог себе позволить заниматься этим бизнесом как самостоятельное лицо. То есть наше предположение, которое подкреплено многими документами, говорит о том, что он это держал для кого-то. И мы предполагаем, что он держал это для первого лица. Соответственно, мы видим, как его компании финансируются, мы видим это нарушение закона, потому что туда перечисляются деньги от торговли акциями российских госкомпаний. И эта торговля на самом деле никогда не происходила, потому что сделки закрывались задним числом. Мы видим, что он секретно владел активами в стратегических отраслях России, как компания КАМАЗ, как АвтоВАЗ. Офшоры, ключевая их функция в этом расследовании, да и вообще в мире, это соблюдение секретности владения и это минимизация налогов, то есть возможность не платить налоги в странах, где ты извлекаешь прибыль. Мы не делали подсчеты, сколько чиновников из каждой страны, но по моим прикидкам Россия стала одним из лидеров по количеству чиновников, которые владели офшорами. Чиновников, депутатов и прочих людей. В Украине уже огромная реакция по поводу офшоров Порошенко, и я думаю, что, безусловно, им будет гораздо сложнее общаться с зарубежными партнерами, как их называют, да, учитывая, что ты обманываешь собственных граждан, то кто ж тебе поверит на международных переговорах. То есть, конечно, это скажется негативно, но прелесть в том, что те зарубежные партнеры, с которыми им придется общаться, они точно так же сидят в офшорах. И поэтому здесь получилось, что под удар попали все.